Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний наш выпуск выходит 1 июня. 1 июня, как известно, Международный день защиты детей. Я, если нас смотрят дети, вас искренне с этим поздравляю. Вообще все мы родом из детства, поэтому поздравляю всех без исключения с этим замечательным праздником. Пусть у наших детей всегда будет чистое, мирное, синее небо. Наша нервная система от наших же детей пусть будет всегда защищена. Ну и только хорошего настроения. Мы не могли обойти сегодняшний выпуск. Мне кажется, что эти две вещи, праздник, собственно говоря, и сегодняшний наш герой тесно связаны друг с другом. Сегодня мы поговорим о главной пионер-вожатой Якутии Фатие Иннокентьевне Авдеевой. Говоря о Фаине Иннокентьевне, по паспорту она Фатия Иннокентьевна, но все ее называли Фаина Иннокентьевна. Вообще, ее по праву называют главный пионер-вожатой Якутии. Только представьте, 56 лет она проработала директором Дворца пионеров, Дворца детского творчества, в конце концов, в последующем, да. Страшно представить, несколько поколений, по сути, человек прошло через ее заботливые наставнические руки, да, через ее кружки, через ее секции, через ее творческие студии и так далее, и так далее. А вообще, Фаина Иннокентьевна, я еще раз прошу прощения, буду иногда называть и Фатия Иннокентьевна, и Фаина Иннокентьевна, это нормально, она никогда на это не обижалась. Вообще она родилась в 1924 году, в июне месяце, 14 июня, на берегу реки Лена, в поселке Нюя Ленского района. Третьим ребенком в своей семье. Забегая вперед, скажу, что еще родятся потом 5 детей, это будет такая большая многодетная семья. Переезжают они в Якутск. Сама Фаина Иннокентьевна идет в 7-ю школу, учится, заканчивает ее, довольно успешно учится, хорошо учится, оканчивает ее и поступает в Якутское педучилище на отделение пионер-вожатых. Раньше было такое отделение, то есть ты принципиально учишься на пионер-вожатого. Когда ты оканчиваешь училище, педучилище непосредственно, то ты получаешь две профессии: учитель начальных классов и пионер-вожатый. То есть ты мог совмещать две профессии, соответственно, так оно и случилось. Фаина Иннокентьевна оканчивает педучилище и возвращается в родную уже для себя 7-ю школу в качестве учителя начальных классов и пионер-вожатый. Вообще, Фатия Иннокентьевна, когда устраивается в 7-ю школу в качестве учителя, как пионер-вожатая, мы должны понимать, что 42-й год, в дворе идет война, и здесь она проявляет свои лучшие организаторские качества, как пионер-вожатая. Она берет шефство над детьми мобилизованных воинов, да? Она проводит различные мероприятия, собирают макулатуру, сдают металл, все это на благо фронта. Они летом занимаются сбором лекарственных растений, осенью помогают колхозам на полях при уборке урожая. Все эти крутые качества позволяют ей внести личный вклад в дело победы, скажем так, да. И одновременно, конечно, прививает к детям, подопечным уважение к труду, уважение к старшему поколению, и так далее, и так далее. Все эти лучшие качества она старалась передать. В Якутском горкоме работает секретарем, и, собственно говоря, инструктором обкома тоже этой же организации в ЛКСМ. Там же она тоже проявляет себя очень хорошо, хорошо выполняет задачи партии и так далее, этой организации. Вообще ее, конечно, замечают и видят в ней перспективы великие, и поэтому горком в ЛКСМ отправляет ее в Центральный комитет в Москву. Там, существует такая центральная комсомольская школа, и она едет туда, учится, и в 1953 году возвращается. После окончания комсомольской школы в 1951 году она возвращается в Якутск, работает инструктором обкома комсомола и параллельно преподает в пионерском отделении педучилища. Еще 2 года эта работа у нее длится, тоже показывает хорошие результаты Фаина Иннокентьевна. И в 1953 году, наконец, решением руководства республики ее назначают директором Дворца пионеров и школьников. Вообще, в 1953 году, когда
когда она становится у руля этого учреждения, да, что из себя оно представляет? Ну вот посмотрите на картинке, сейчас вы видите на экране, это двухэтажное такое довольно ветхое здание. Располагалось оно на углу проспекта Ленина и улицы Кирова. Сейчас там сидят геологи, ну приблизительно, плюс-минус. Чуть-чуть, конечно, смещено оно было в сторону улицы Амосова. Там находился первый дворец пионеров. Дворцом его было назвать очень сложно, но тем не менее. Сразу же, как только Фатья Иннокентьевна устраивается директором, буквально через там несколько лет колоссальные изменения происходят в самом дворце. Открываются новые кружки. Она вообще, у нее талант именно организаторский. Она сумела подобрать себе очень крутую команду педагогов, наставников. Она собрала вокруг себя, ну тогда времена такие были, не очень много было таких квалифицированных специалистов, но она видела талантливых людей, изначально талантливых, да. Набрала туда народных умельцев, которые помогали и рассказывали, как, ну, дети могут развивать свои какие-то творческие направления. Она набрала туда своих однокурсников вчерашних, да, которые в педучилище работали. Собственно говоря, те выпускники уже, ну, условно говоря, ее же воспитанники, которые уже отучились, они тоже становятся сотрудниками этого дворца пионеров. Просто на минуточку. 53-й год. Фаина Иннокентьевна родилась в 24-м году. Сколько ей лет? 29 лет ей. В это время молодая девушка, но уже вот такие вот таланты, и, соответственно, руководство доверяет ей руководить этим учреждением, да, где очень много детей. И поэтому здесь надо вообще отметить, что всю дорогу она будет заниматься только одним делом. Она проработает 56 лет директором Дворца детства, Дворца пионеров. Представьте, полвека, по сути, больше, чем полвека, 56 лет. Уму непостижимо. Я тут знаю людей, которые по 3 года работают, потом меняют свою, не то что работу, профессию меняют и так далее, а вот человек был предан своему делу. Вообще, еще надо обязательно отметить, что я уже говорил о том, что здание довольно ветхое ей досталось. Буквально через несколько лет она уже закрывает, такой балкончик был. Он был уже в супер аварийном состоянии. Балкончик вот именно концертного зала. Она его уже закрывает и говорит, что, ну, слушайте, это долго длиться не может, нам нужно новое здание. Вот мало кто знает из якутян, но второе здание, она его получила, она его выбила, по большому счету. Не знаю, каких трудов, какими аргументами она сыпала, но ей досталось совершенно новое здание на тот момент. Здание, где сейчас располагается театр юного зрителя на улице Горького. Вот в это здание они туда заезжают, и это был дворец пионеров и школьников. Она работает там, продолжает там, и увеличивается количество кружков, количество секций, посещают уже довольно много школьников и так далее, да, появляются технические направления. С переездом в новое здание они открывают секции, кружки по авиамоделированию, по кораблестроению. Начинаются первые награды у Дворца детства, его воспитанников. Они участвуют в разных фестивалях, в разных конкурсах, в том числе междугородних, да, межрегиональных. Появляются новые, повторюсь еще раз, кружки, доселе никогда неизвестные, там, условно, кружок очумелых ручек. Открывается юнатская станция, я в нее ходил, прекрасно помню. Юнаты — это сокращение от юных натуралистов. Мы занимались тем, что мы сделали гербарии, собирали жучков, засушивали их там и так далее. Ну вот делали такие очень крутые штуки. К 20-летию Дворца пионеров в 1957 году, условно всего через 4 года, да, когда она встала у руля, здесь уже работает 33 кружка, которые посещают более 2000 детей. Ни одно учреждение на Дальнем Востоке страны, да и в Восточной Сибири, я так думаю, не могло бы похвастаться таким охватом детей на 57 год. Это очень крутая история. Двигаемся дальше. Наступает 83-й год, год рождения вашего покорного слуги. Дату запомнить очень легко, потому что я родился в этот год. И в 83-м году Фатья Иннокентьевна очень амбициозная. Она говорит, мне мало этого здания.
Мы туда не помещаемся. Дети хотят учиться, дети хотят принимать что-то новое, дети хотят развиваться. Растет и коллектив учреждения. Есть востребованность среди населения. Родители хотят своих детей в продленку отдавать, там условно, да, в кружки, в секции и так далее. Что делает Фатима Иннокентьевна? Она сперва, очевидно, обходит все высокие кабинеты и, конечно, ее все стараются поддержать, но время тяжелое, несмотря на то, что это мирное время, но есть другие более важные перспективные направления, и поэтому выбить сразу же строительство нового здания не получается. Что она делает? В это время, кстати сказать, это очень важно, что так сложилось, в это время в дворец детства приходит работать Мария Яковлевна Жарницкая. Это супруга Ефима Львовича Жарницкого. Был такой очень знаменитый строитель Ефим Львович Жарницкий, человек, который начал строить Якутск в современном его понимании. Это человек, который первым начал забивать сваи в вечную мерзлоту, стал строить многоэтажные дома, панельные дома, каменные дома. Человек, который протянул первые линии водопроводов, теплопроводов и так далее. Все это он делал именно сам. Как сказать, он был первооткрывателем. Человек, который... Про него вообще отдельный выпуск можно сделать, по сути. Я не то, что не можно, мы его обязательно сделаем. Про Ефима Жарницкого надо обязательно снять отдельный выпуск, про то, как строился Якутск. Так вот, его супруга Мария Яковлевна, она ровесница Фатии Иннокентьевны, она балерина, она хореограф, и она в один прекрасный день устраивается на работу в Дворец пионеров и преподает хореографию, там кружок хореографический она там вела. Благодаря этому знакомству, благодаря этому трудоустройству Фатия Иннокентьевна знакомится с Ефимом Львовичем. И вот в 1983 году Ефим Львович уже сильно болен, при смерти буквально находится. Я могу ошибаться, наверное, 81 год, 81 год. Я прошу прощения, 1000 извинений, 81 год на дворе. В 83 году уже ввод был. В 81 году она приходит к нему просто за советом. Ефим Львович, помоги, ты человек авторитетный, строитель, ты все знаешь, тебя все знают, подскажи, как быть. Он говорит, слушай, вдоль озера Талово ты видела забито свайное поле. Это свайное поле – будущий клуб строителей. Я так думаю, что детям Дворец пионеров будет нужнее, а строители позже сами себе клуб построят. И он вот этим простым своим человеческим и, можно быть сказать, последним своим желанием, да, отдает это свайное поле, и в конце концов в 1983 году вырастает первая очередь Дворца детства, правая ее часть, да, получается, не концертная, а вот где занимаются сейчас дети, где находится начальная школа. Вот эта вот часть была построена в 1983 году. Строили без единого государственного рубля. Фатия Иннокентьевна сумела убедить всю общественность города. Это первый краудфандинг был. По сути, по большому счету так было. Она уговорила всех, люди просто приходили, кто чем мог помогал, кто, кирпичи таскал, кто, сам немножко строитель там помогал и так далее. Понятное дело, что строительный надзор велся, поскольку это большое сложное инженерное сооружение, и строители там обязаны были быть. Но повторюсь, деньги собирали всем миром на это здание, и по большому счету ни одного государственного рубля туда не вложено не было. Спустя еще 3 года, в 1986 году, достраивается вторая очередь, концертный зал, и, собственно говоря, весь комплекс зданий. На сегодняшний день вы знаете, что Дворец детства не ограничивается этими помещениями. Сейчас там есть еще вдоль берега несколько коттеджей, это тоже принадлежат Дворцу детства. Более того, сейчас IT-куб открылся, он тоже тесно связан, детский IT-парк Кванториум и так далее, и так далее. Все это, конечно, уже большая империя. Город детства, как хотела сама называть его Фатия Иннокентьевна, собственно говоря, оно так и случилось. Это все труд, заслуги, упорство и колоссальная любовь к профессии Фатии Иннокентьевны. Еще одна короткая история, рассказанная самой Фатией Иннокентьевной. Это выдержка из интервью в газете «Наше время», 2007 год, 27 декабря, накануне Нового года. Вот что она рассказывает. Журналист спрашивает, почему вы не взяли фамилию мужа? Она говорит, это очень простая история.
Очень простая история. Мы, говорит, пришли в ЗАГС. Я же, в городе меня все знают. Просто регистратор, когда, значит, регистрировала брак, автоматически написала Авдеева, то есть девичью фамилию. И, говорит, вот история очень банальная. Просто такая канцелярская ошибка получилась. И, собственно говоря, ее муж, Михаил Петрович Мельников его звали, он никогда особо-то не возражал, но говорит, ладно, записали так, как Авдеев, так пусть оно и будет. Вообще у них родилось 3 детей, все девочки, у нее было 4 внуков, все они выросли в прекрасных людей, под стать своей маме и бабушке. Из этого же интервью, которое записал Алексей Амбросьев с Фаиной Иннокентьевной, она здесь хвастается. Вот повторюсь, это декабрь 2007 года, и здесь она говорит, 4 года назад в Дворце детства занималось 4800 детей. Сегодня 6400. То есть, что говорит Фатия Иннокентьевна этим самым, да? Она говорит о том, что количество детей в городе растет, но и вместе с этим растут и возможности самого Дворца детства, и кружки все так же востребованы, все эти секции также востребованы. А вообще, опять возвращаясь к истории Дворца детства, надо сказать, что мы помним 70-е годы, когда началось бурное освоение Южной Якутии, строительство БАМа, Амуро-Якутской магистрали. Вот все вот эти крупные стройки, они сопровождались в том числе и культурными обменами, да. Фаина Иннокентьевна на протяжении 11 лет, все время, пока эта стройка, глобальная стройка на юге Якутии шла, она все 11 лет выезжала туда, на эту стройку с концертами и везла совершенно разных детей, совершенно разные, творческие коллективы. То есть, понимаете, время же не стоит на месте, есть какая-то ротация, да, условно, строители один сезон поработали, уехали, впитали в себя часть культуры Якутии, уехали. На следующий год приезжают другие строители, комсомольцы, да, начинают там работать, и опять Фаина Иннокентьевна знакомит их с культурой Якутии, ставит спектакли. Вообще, надо сказать, что Фаина Иннокентьевна, она не просто, такой администратор, да, чиновник или типичный директор, да, который сидит в кабинете и бумажки подписывает. Нет, она сама исключительно творческий человек, она сама пишет сценарии для разных мероприятий, она сама ставит некоторые спектакли, да, то есть выступает режиссером. Вот такой вот очень разносторонний творческий человек, всегда сама лично сопровождала детей, которые едут вот с этими концертами на гастроли в Южную Якутию. За 11 лет сложно представить, сколько детей побывало в Южной Якутии, перед скольки людьми они выступили там. Вообще, Дворец пионеров, Дворец детского творчества, он не ограничивался выездами только в Южную Якутию. Есть и международные выезды. Воспитанники Фаины Иннокентьевны ездили в Европу, в Болгарию, в союзные республики, разумеется, ездили, на фестивале участвовали. Есть еще одна веха истории, о которой тоже не могу не рассказать. Конец 80-х, начало 90-х и середина 2000-х. Тяжелые для всей страны времена. Коммерсанты приходят к Фаине Иннокентьевне. Говорят, слушайте, у вас концертный зал стоит. Чего он у вас стоит пустой весь день? Вот сегодня же концертов нету. А давайте мы здесь сегодня шубу продавать будем. Сигареты там, что-то еще, какую-то запрещенку. Фаина Иннокентьевна никогда в жизни не позволила ни одному коммерсанту зайти на территорию Дворца детства. Никогда. Она, очевидно, испытывала величайшее давление, да, когда, вы же понимаете, 90-е годы, там и бандиты, и разные лоббисты, в том числе какой-нибудь коммерс мог зайти условно к непосредственному руководителю, заместителю мэра, например, да, и сказать, что это ваша Авдеева там кочевряжничает, ну-ка надавите на нее. Железный характер был у нее, она сумела вот в эти непростые времена отстоять свой дворец, и там никогда не было ничего не связанного с детством. И это, очень классная заслуга. Еще одно важное событие вспоминается. 80-й год, Олимпиада в городе Москва проходит. Фаина Иннокентьевна везет группу детей на Олимпиаду в Москву. А воспитанники везут с собой 2000 сувениров, сделанные собственными руками. И не знаю точно, продают они их или просто раздаривают, но, в общем, участникам Олимпиады 80 города Москвы, участники этой Олимпиады уехали с нее с якутскими сувенирами. Это же тоже очень круто. Это, просто в голове сейчас не укладывается. Сейчас вот возьми любую Олимпиаду и расскажи о том,
том, что там якутский сувенир распространяется? Да никогда в жизни. Вряд ли. Сложно представить, да, ну потому что, во-первых, конкуренция большая, во-вторых, там Роспотребнадзор и другие проверяющие органы начнут задавать вопросы. А тогда это было возможно, и Фаина Иннокентьевна эти возможности использовала. Вот на этой ноте надо сказать, что Фаина Иннокентьевна прожила великую яркую жизнь. Она скончалась, в очень преклонном возрасте. Она не дожила до своего столетия совсем немного. 95-летие ее отмечали в городе Москве. Она переехала к детям. Приезжали, большая делегация из Якутска приезжала к ней поздравлять, в том числе один из мэров города Якутска, Тосов Алексей Александрович приезжал. Фаина Иннокентьевна их прекрасно встречала, пили чай, разговаривали, вспоминали былые годы. Надо сказать, что вообще, наверное, Фаина Иннокентьевна прожила яркую жизнь, думаю, что счастливую жизнь, потому что она была окружена детьми. Завершая сегодняшний выпуск, наверное, хочется еще раз пожелать, чтобы наши дети впитывали, вот эти вот настоящие, нормальные, заложенные в том числе и Фаиной Иннокентьевной Авдеевой традиционные нормальные ценности, чтобы действительно у нас сейчас приоритет был именно в развитии детского творчества, детского спорта, детского вообще движения, потому что если не заниматься детьми займется кто-то другой, и не обязательно это будет правильное и хорошее решение. Поэтому еще раз с праздником. 1 июня, День защиты детей. Всем всего самого хорошего. Напомню, наши соцсети я вас бесконечно приглашаю. Заходите, ссылочки все под описанием под этим видео. Ставьте лайки. Если еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Увидимся ровно через неделю. Пока.